Новости в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Бердигистяхе специалисты из Якутска предоставили жителям возможность быстро проверить свое здоровье, сдав экспресс-тест на 5 опасных инфекций. В селе Барагунцы состоялось открытие 2 значимых объектов. Новая спортивная зона и благоустроенная лестничная площадка стали результатом совместной работы жителей и власти. В Музее музыки и фольклора открылась выставка, посвященная династии мастерицы из Верхнеколымского района. Узнаем, какие экспонаты были представлены. Проект бюджета Якутии на следующий год, сохраняющий выраженную социальную направленность, был принят в первом чтении депутатами Госсобрания Ултумен. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, ключевые социальные расходы не только сохранены, но и по некоторым направлениям усилены. Общий объем доходов республики прогнозируется на уровне 309 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств, около 130 миллиардов, будет направлена на социальную сферу, включая заработную плату работников бюджетной сферы, поддержку материнства и детства, а также развитию здравоохранения. Особое внимание уделено жилищно-коммунальному хозяйству. Духовные и нравственные основы материнства обсудили во время круглого стола, организованного Общественной палатой Якутии совместно с Министерством труда и социального развития республики. Обсуждение затронуло вопросы демографии и положением женщин в современном обществе. Особое внимание было уделено осмыслению философии материнства и якут и организации межведомственного и межсекторного взаимодействия в Якутии. Круглый стол включал в себя личный прием граждан, где желающие могли задать вопросы, связанные с материнством и детством. Мы, как Министерство труда, сегодня будем говорить о той системе государственной поддержки, которая сегодня реализуется в республике. И это не только финансовая помощь, но и очень серьезное развитие спектра социальных услуг, которые направлены на поддержку наших семей, семей с детьми. В случае, если семья испытывает определенные трудности, мы будем говорить о том, что развиваются новые технологии в нашей сфере, в том числе по семейным многофункциональным центрам дадим информацию. В Центральной библиотеке села Бердигистях прошла акция, где каждый желающий мог быстро и бесплатно провериться на 5 серьезных заболеваний: ВИЧ, гепатиты Б и С, сифилис и туберкулез. Специалисты из Якутского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проводили экспресс-тесты. Для анализа брали немного крови из пальца, и уже через 15 минут результат был готов. Если тест показывал риски или положительный результат, врачи сразу же проводили консультацию. В течение дня тесты сдали несколько десятков человек. Наш центр является узконаправленным медицинской организацией. В основном мы занимаемся лечением ВИЧ-инфицированных и гепатитников. С прошлого года мы начали лечение гепатита С. Если мы в 90-е годы говорили, что ВИЧ-инфекцией болеет большая социальная группа, то в настоящее время она вышла за пределы основной группы. И для того, чтобы обезопасить себя, сохранить свое здоровье, каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. ВИЧ-статус можете узнать о прикрепленной своей поликлинике. Для граждан республики она является бесплатной. Также можете сдать анонимно. В Якутске продолжается фестиваль «Наука 0+.» Сегодня свои двери для школьников и студентов распахнули научные учреждения, учебные заведения и музеи. Так, мультимедийный парк «Россия. Моя история» стал площадкой для Института водного транспорта, Арктического научно-исследовательского центра и других организаций. Еще одним местом, принявшим фестиваль, стал Институт мерзлотоведения. Детям и взрослым рассказали о достижениях ученых, а также провели экскурсию по лабораториям. Популярностью у гостей пользовалась подземная лаборатория по изучению многолетней мерзлоты. Такой форум проводится для того, чтобы расширить наш контакт, для чего мы работаем с людьми, для людей объяснить, какие исследования ведутся, для чего ведутся и какие результаты мы получаем для вообще развития этой Российской Федерации. Крупнейшая ярмарка северной рыбы открылась в Якутске. На Комсомольской площади развернулась традиционная выставка «Рыба Якутии-2025». Более 60 тонн свежей, охлажденной и переработанной продукции представили рыболовецкие хозяйства со всей республики. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой.
На прилавках все богатство северных рек – Чир, Омуль, Муксун. Каждый найдет рыбу своей мечты. В этом году цены немного изменились. Омуля продают за 1000, ряпушка подорожала и стоит около 350 рублей за килограмм. А вот чир стал доступнее – 600 рублей за килограмм. Ряпушку взял за 300 и щучки взял за 250. Дороговато, конечно, ну что поделаешь. Всегда осенью покупаем на зиму ряпушку подешевле. Отведали омуля строганины, очень свежая, хорошая рыбка, жирная. Караси кобяйские, Нижелин, там такое огромное озеро есть. Видите, какие караси? Все икряные. Почем? Сколько стоит? 400 рублей килограмм. Свои товары на выставке представили 15 рыболовецких хозяйств и перерабатывающих предприятий из Булунского, Устьянского, Жиганского, Нижнеколымского и Верхнеколымского районов. На ярмарке можно приобрести не только рыбу шоковой заморозки, но и сыровяленую, копченую и корную продукции и индигирку. Привезли фарш щучий, этот чир речной, балыки копченые, балыки вяленые. Чир, нельма, омуль, шокур, соленые, вяленые, жареные. Обратите внимание, особенно это наша юкола. А юкола это из чира делаем, из самой благородной рыбы. В этом году северные районы по плану должны добыть 5400 тонн. Из общего числа 2200 тонн рыбы выловлено за лето. Сезон рыбалка в этом году удовлетворительная и, можно сказать, хорошая, но по отдельным видам она разная. По омулю, если рыба пошла хорошо, то по рябушке, по олени она более-менее низкая, чем прошлые годы. А по яне и по колыме у нас рыба, ход рыбы хороший. И в этом году вот действительно колымские рыбаки, действительно уровень добычи выше, чем в прошлом году. Помимо этого можно приобрести говядину, жеребятину, мед, сиропы и другую продукцию местных сельхозпроизводителей. Ярмарка будет работать до 26 октября с 10 утра до 6 вечера. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. В селе Барагонцево и Салданского улуса открыли сразу 2 новых объекта, построенных по программе поддержки местных инициатив. Для жителей микрорайонов Алданский и Радиатумул это стало долгожданным событием. В западной части села появилась современная зона для игровых видов спорта, а также была обустроена новая лестничная площадка. Для удобства жителей лестница оснащена пандусами для колясок и освещается фонарями в вечернее время. На строительство объектов в рамках трехстороннего финансирования было направлено более 10 миллионов рублей. Сегодня в нашем наследии разные события. Сегодня мы открываем детско-спортивную площадку «Запад», которая была реализована в результате синхронизации 2 программ. Это федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» и программа поддержки местных инициатив, которая реализуется в нашей республике. Всего на реализацию проекта было выделено 8 миллионов 700 тысяч рублей. Работа закончена в срок. Здесь мы видим детскую игровую зону и спортивную площадку, в котором установлены футбольное поле и баскетбольный щит. В российских школах стартовали осенние месячники психологического здоровья. Это всероссийская акция, цель которой – помочь ученикам справиться со стрессом, наладить общение со сверстниками и создать в школе благоприятную атмосферу. О том, как эти мероприятия проходят в Усть-Нерской средней школе, в нашем материале далее. В Усть-Нерской средней школе имени Героя России Игоря Хоменко проходит традиционный месячник психологического здоровья. Программа включает в себя мероприятия на сплочение детского коллектива, урегулирование конфликтов и повышение успеваемости. Сейчас у нас проводится первый этап, и в рамках этого плана у нас были проведены 3 мероприятия. Первое – это у нас был день, посвящен матерям. Мероприятие называлось «Тандеме», и там была задумка в том, чтобы родитель, мама, участвовал вместе с ребенком для объединения и сплочения еще более, скажем так, близкого отношения друг к другу. Для родителей отцов у нас был проведен товарищеский матч по волейболу. Там играли дети-старшеклассники против отцов. Вот. И у нас, конечно же, отцы выиграли.
Подобные конкурсы помогают укрепить связь между школой, ребенком и родителями. Такой педагогический альянс позволяет семье стать частью образовательного пространства. Вся деятельность контролируется педагогом-психологом. Сегодня, в предвещании каникул, мы ребятам решили устроить психологическую разгрузку. То есть хотим показать, как мы можем быть учениками школы в строгом, в форме, и как мы умеем расслабляться, как мы умеем выплеснуть свою эмоцию, энергию. И сейчас мы вам это покажем. Поехали! Кугуруми фест, пожалуй, одно из самых ярких событий. Посмотрите сами. Наряду с этим ведется невидимая, но очень важная работа – психологические консультации и выявление детей с повышенной тревожностью. В целом же месячник призван создать комфортную атмосферу для учебы, развития и счастливого детства. Сегодня у нас в рамках месячника был проведен Кигуруми фест для учеников с 1 по 4 классы. Участвовали практически все, можно сказать. Дети очень довольны, рады, это очень радует. Мероприятие было проведено для снятия стресса, для релаксации, скажем так, для снятия нагрузки. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Музей музыки и фольклора народов Якутии представили выставку в дань уважения династии мастеров северного прикладного искусства. Так, на ней были представлены работы почетного ветерана и народного мастера республики Елены Большаковой и ее дочери Марии Егоровой из Верхнеколымского района. Выставка объединила более 50 экспонатов от традиционных национальных костюмов и авторских сумок до изысканных украшений и картин из рыбьей кости. Сама выставка продлится до 20 ноября. От других выставок, отличается чем? Отличается тем, что у нас работы, сумочки эти, все из рыбы, из кожи рыбы. Сумочки с кожи, лапок, утки, гуся, лебедя. Это семейное, потому что у меня и отец все умел, он и вышивал, и шил, и вот мама тоже. С малых лет я помню, как они вместе работали, вместе все это делали, придумывали. Отец рисовал эскизы, мама все это шила. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.